Здравствуйте! Как всегда, по вторникам мы встречаемся с вами в программе «Крупным планом». Меня зовут Алина Полянская, и сегодня гость в нашей студии, я прямо скажу, долгожданный гость. Это директор информационно-расчетного кассового центра, или ИРКЦ, Инна Александровна Ильясова. Добрый вечер, Инна Александровна. Здравствуйте, Алина. Здравствуйте, Сибайцы. Ну, мы вас ждали, конечно, как пирожка из печи, потому что тема ЖКХ, она традиционно уже много лет является одной из самых горячих. Но больше всего говорят о врачах и о коммунальщиках, да. Задаются постоянно вопросы, и мы к вам обращаемся с вопросами, и за разъяснениями, и какие-то пытаемся проблемные конфликты решить. Однако все-таки не хотелось бы превращать нашу передачу в такой вот абонентский отдел, в бюро частных вопросов, потому что все-таки, кроме того, что в квартире номер 48, в доме номер 42 не работает отопление, есть еще такие общие вопросы, да, которые касаются жителей многоквартирных домов в целом. Но об этом говорится довольно редко, ну, потому что за этой лавиной частных вопросов все теряется. Вот хотелось бы сегодня, чтобы вы, как руководитель самой крупной, ну и самой опытной в нашем городе компании, на некоторые из них ответили. Давайте вот для начала, чтобы и я разобралась, и наши телезрители. Зона ответственности вот, информационно-расчетно-кассового центра, зона ответственности жилищно-коммунальных предприятий. То есть кто в Сибае отвечает за дома, кто за тротуары, кто за дороги. Вот разъясните, пожалуйста. Ну, тема ЖКХ касается каждого человека, поэтому естественно, что к ней проявляется такой большой, огромный интерес, и вопросов возникает немало. Ежедневно складываются десятки ситуаций, на которые мы обязаны немедленно реагировать и находить ответы. И самое сложное, конечно, в нашей работе сейчас это та информационная политика, которая ведется в средствах массовой информации уже не один год. Первые годы сначала полностью все замалчивалось, а сейчас идет сплошной негатив в сторону управляющих компаний. На самом же деле все не так однозначно. Жилищно-коммунальное хозяйство – это система такая очень сложная, причем развитая неравномерно. Нужно разделять и понимать, что есть коммунальные предприятия, которые отвечают за поставку коммунальных ресурсов, необходимых каждому жителю. Это вода, тепло, свет, газ. И именно они диктуют тарифы, и чаще всего именно они диктуют те условия, на которых работаем с ними мы, управляющие компании. И есть жилищники. Это мастера, теплотехники, бухгалтера, работники расчетных центров. Мы обслуживаем дома на тех условиях, которые прописаны в договорах управления с жителями тех домов, которые нас выбрали. Ну и, естественно, существует огромное количество нормативных документов, которые регулируют деятельность и управляющих компаний, и ресурсоснабжающих организаций, и очень много контролирующих органов, которые следят за исполнением этих нормативных документов. Но зона, конечно, можно сказать, что мы находимся в разных весовых категориях с ресурсными компаниями, потому что за ними стоят в основном очень крупные, весьма влиятельные российские корпорации, а мы так на местном уровне. Но получается, что, я правильно понимаю, что вот, грубо говоря, управляющая компания, она как вот между ресурсниками и жителями посредник, по сути? Практически в отношениях коммунальных, да. Потому что та граница трубы, в которой коммунальный ресурс переходит в коммунальную услугу, за которую отвечает уже управляющая компания, он не виден. Хотя нас и наказывают за то, что она некачественна, но чаще всего качество страдает именно от ресурсоснабжающей организации. Ну и коммунальные предприятия, они отвечают в основном за магистральные сети, городские сети, то есть их задача довести ресурс до дома. А дома по внутридомовым инженерным сетям при способе управления управляющей компанией, конечно, это уже зона ответственности наша. После того, как общее имущество переходит в собственность собственника, то есть оно обслуживает только единичную квартиру, это отвечает собственник, и то есть смесители, краны какие-то, это мы уже не отвечаем, не ремонтируем, это обязанность самого собственника. Переход от основной трубы к раковине, это тоже, да? Да, это граница, зона ответственности собственника. Но и с территориями дело обстоит так же. Муниципальная территория, дороги, тротуары обслуживает МБУ ЖКХ. А те территории, которые в процессе межевания были переданы жителям, обслуживаем мы, очищаем, убираем. Получается, вот смотрите, дворники, которые около подъездов убирают, это наши ИРКЦ. работники, да. А вот дорога около дома, да, тротуар, ну, то есть дорога, ну, не знаю, проезжая,
есть же во дворах дороги, да, это Не всегда. не всегда. Не всегда. Первое время после межевания у нас вообще все ходили с картами, даже дворники, потому что мы разграничивали. Не везде равномерно поделена территория. Есть часть внутриквартальных дорог, которая осталась за муниципалитетом, есть часть внутриквартальных дорог, которая отошла жителям. И то есть их уборка идет за счет жителей, и их ремонт тоже будет выполняться за счет жителей. И любой житель может прийти к вам и сказать: так, вот я в таком-то доме, докуда убирает дворник, когда, до каких границ мне на него ругаться, а с каких границ мне ругаться на Вообще без проблем. У нас карты лежат на столах. Пожалуйста, ну, вот видите, можем как показать и интересно. посмотреть. Насколько я понимаю, та же самая история творится вот с этими детскими площадками, да? То есть какие-то площадки это зона ответственности города, а какие-то площадки это зона ответственности жителей. Правильно, нет? Все, что расположено на территории, отведенной жителям, и включено в их общее имущество, это зона ответственности управляющей компании. Есть игровые площадки, которые расположены на муниципальных территориях. На 9-м квартале есть такая площадка, и там за нее отвечает уже муниципалитет. То есть, опять же, узнавайте, кто отвечает за вашу площадку, и туда и свою обращайтесь. Территорию надо знать, как То есть прошли те времена, когда общее значит ничье. Да. Хорошо. На какие средства управляющая компания производит работы? Ведь они, в общем-то, довольно такие трудоемкие, объемные работы. Это ремонты и подъездов, и самих домов. Откуда финансирование? Мы работаем только со средствами жителей, и других источников финансирования работ на многоквартирных домах, кроме как содержание и текущий ремонт, по тарифу содержание и текущий ремонт, у нас доходов нет. Иногда в случае принятия собственниками такого решения в квитанции может появиться дополнительная строка, допустим, устройство детской площадки, устройство изгороди, устройство автостоянки. Это помогает повысить как бы прозрачность. Вот жители решили в этом году сделать это и в этом году это оплатить, и мы показываем это в квитанции, и потом предоставляем отчет. То есть все на средства жителей. Вы говорите содержание и текущий ремонт, но ведь в квитанции, которую РКЦ раздает в платежке, есть и другие статьи: горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, отопление, водоотведение. Как с этим быть? Управляющая компания, согласно законодательству, является исполнителем коммунальных услуг. Вполне возможно, что скоро это изменится, потому что депутаты рассматривают такой закон. Но я вам опять же напомню, что у нас был период непосредственного управления, когда жители самостоятельно заключали договора с ресурсниками и оплачивали коммунальные ресурсы напрямую. В настоящий момент непосредственный способ управления ограничен количеством квартир менее 30. То есть все дома более 30 квартир обязаны выбрать управляющую компанию, либо создать ТСЖ. В наших квитанциях есть тарифы на отопление, вы можете увидеть теплоэнергию, теплоносители и прочее. И если тарифы по содержанию жилья утверждаются жителями, то тарифы на коммунальные услуги утверждаются Госкомитетом Республики Башкортостан на основе расходов, представленных ресурсными предприятиями. И утверждаются они вопреки почему-то распространенному мнению, звучащему с экранов телевизоров, о том, что на 4–6% в нашем городе в последнее время тарифы поднимались гораздо выше. Я хотела бы даже привести пример. С 1 июля 2015 года на холодную воду тариф подняли на 21%, на водоотведение на 17%, на отопление на 14%. А если взять динамику за 3,5 года, то с 1 сентября 2012 года рост тарифов составил по холодному водоснабжению 241%, по водоотведению 222%, по тепловой энергии 225%, а по горячему водоснабжению рост составил также свыше 200%. Причем в абсолютном, в денежном выражении это совсем другие суммы, чем, скажем, наши тарифы. Потому что если наш тариф, допустим, он стоит 14 рублей, 10% повышение это 70 копеек, то здесь вы видели сразу, что ваши квитанции подорожали на 1500–2, иногда даже на 3000 рублей. А с чем связан такой рост тарифов? Ну, расходы ресурсников рассматривает Госкомитет. Мы их не видим, и повлиять никак мы на это не можем. Поэтому вот если какая-то управляющая компания или кто-то заявляет, обещают низкие коммунальные тарифы, не верьте. То есть это все устанавливается на уровне правительства. Инна Александровна, хотелось бы задать вопрос о тарифах и их повышении.
Я понимаю, о чем идет речь. После того, как мы напомнили жителям о том, что тариф на содержание и текущий ремонт изменится с 1 января, пошли вопросы, на каком основании мы это делаем. Я напомню, что тариф на содержание и ремонт принимается решением собственников помещений в многоквартирных домах с учетом предложения управляющей компании, и это предусмотрено законом. Еще в феврале-марте 2015 года, когда мы переходили с непосредственного способа управления, проводили собрания где-то в очной, где-то в заочной форме. В числе других стоял вопрос об утверждении перечня работ и тарифа на содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома на 2015-2017 годы. Тогда жителям было предложено два варианта тарифов. Максимальный, который бы учитывал абсолютно все работы, которые надо выполнить на доме, и минимальный, то есть поддерживающий. Ну, конечно, выбрали минимальный, но еще раз подчеркну, что тарифы были утверждены на 3 года. Протоколы, листы голосования, все это имеется. И это повышение, которое утверждено, оно ниже уровня инфляции. В среднем на двухкомнатную квартиру это составляет порядка 70 рублей в месяц. То есть, ну и само содержание, обслуживание, вы же видите, оно недорогое, порядка 700-800 рублей. То есть мы на сотовую связь порой тратим гораздо больше в совокупном исчислении на семью, чем на текущий ремонт. Но что еще хочется сказать, что мы просчитывали тариф, который необходимо утвердить по 290-му постановлению правительства. И он у нас вышел в прошлом году в размере 40 рублей с квадратного метра. Мы просто понимаем, что эти цены для наших горожан, они неподъемные. Поэтому мы как бы снижаем, изыскиваем и материалы подешевле, но при этом, чтобы качество не страдало. Ну и зарплаты, вы знаете, у нас невысокие, но вот стараемся, работаем. Почему, вопрос еще, опять же, может прозвучать, почему тарифы были утверждены на 3 года? Это сделано исходя из нашего опыта. Потому что мы утвердили план работ, а зачастую сразу собрать всю сумму средств, которые необходимы для выполнения текущего ремонта, невозможно. Поэтому мы делаем так. Либо мы выполняем работы, а средства аккумулируются, либо средства сначала аккумулируются, и в течение 3 лет мы эти работы выполняем. И чтобы лишний раз не беспокоить собственников. Но в течение 2-го квартала этого года мы их в любом случае пригласим, чтобы отчитаться за работу, проделанную в прошлом году. Одна из наиболее больных тем для жителей – это общедомовые начисления. Что это такое, с чем это едят, почему они начисляются и почему иногда за ОДН приходится платить даже больше, чем за потребление в собственной квартире? Ой, тема УДН – это действительно больная тема. У меня любая встреча со знакомыми начинается именно с УДН. УДН были введены постановлением правительства номер 354, и согласно жилищному кодексу граждане обязаны их оплачивать. Что такое общедомовые нужды? В принципе, это просто разница между суммарным индивидуальным потреблением коммунального ресурса и показаниями общедомового прибора учета. Там в квартирах, где установлены приборы учета, берутся показания этих индивидуальных приборов учета, где нет приборов учета, берется нормативное начисление по количеству прописанных. И разница распределяется на все квартиры пропорционально площади. Это в законе прописано. Не пропорционально проживающим или еще что-то, а пропорционально площади. На данный момент у нас порядка 70 квартир оборудованы приборами учета горячей и холодной воды. 70% квартир? Да. Есть дома, где квартиры полностью 100% оборудованы ИПО. Возникает вопрос, откуда возникает эта разница, да? Если 100% квартиры имеют индивидуальный прибор учета, если есть общедомовой прибор учета, откуда возникает разница? Ее же не должно быть в теории. Должна быть. Каждый прибор имеет свой порог чувствительности, порядка 2% допускается. То есть в совокупности множество индивидуальных приборов учета дадут какую-то погрешность, которая выльется в качестве ОДН. Есть второй вариант. Не все жители своевременно передают показания приборов учета. Мы тогда им проставляем среднемесячные. Но если житель уезжал, он приходит и передает нам как бы нулевой расход, и мы, получается, делаем ему перерасчет. Этот перерасчет тоже выходит в УДН, потому что он этот ресурс не потреблял. Допустим, еще такой вариант. В квартире 0 прописанных, но проживают квартиранты, распространенные. Да? Вода льется, начислений нет. Раньше мы могли составлять акты. Мы делали это совместно с председателями советов домов, совместно со старшими по дому. Сейчас нас этого права лишили. И
акты можно составить, но для этого надо привлечь участкового и привлечь службу ФМС. На основании этих актов мы можем уже доначислить и как бы ОДН привести к уменьшению. Ну и самый-самый-самый больной вопрос – это, конечно, применение магнитов. До сих пор? До сих пор, причем даже в средствах массовой информации идет реклама о том, что завезли магниты для приборов учета. Ну как это обозвать иначе, вот, кроме как воровство? Воровство. Ну, да. То есть раньше воровали там у предприятия, либо у государства, сейчас у кого воруют? Сейчас воруют у своих соседей. У своих соседей, по Да. сути, да. И есть такие прецеденты, когда к нам пришла также жительница с заявлением, что очень большой ОДН, пошли проверять этот дом, и именно у этой жительницы сняли магнит. Ну, это прям вот казус какой-то. Но в случае, если обнаруживаются магниты, составляются акты. Там, Какая ответственность за это грозит? с момента обнаружения начисляется по пропускной способности трубы с учетом того, что вода льется в течение 24 часов. То есть начисления там порядочные, где-то несколько десятков тысяч рублей. Но мы, в свою очередь, тоже как бы без дела не сидим. Мы закупили магнитометры, при установке счетчиков замеряем уровень намагниченности. В случае, если на счетчик было воздействие, то этот показатель меняется. И мы уже можем судить о том, что прибор показывает неправильно и начислять либо по нормативам, либо вот по этому правилу. И сейчас мы закупаем антимагнитные пломбы. Они под воздействием магнита меняют цвет, и есть уже судебная практика, когда управляющие компании отсуживали вот таких воришек, тоже по пропускной способности, и минимизировали ОДН для остальных жителей. Мы имеем право раз в полгода прийти, сделать обход, переписать показания счетчиков. И я обязана вас пустить. Конечно, да. И в это время мы смотрим, того же она цвета или другого. Ясно. До чего дошел прогресс. Вот так вот. Да. То есть и общие домовые приборы, они будут установлены во всех домах, да, поскольку вот закон вышел, что обязаны, да. А где их еще нет, жители будут оплачивать их установку, и избежать этого не удастся? Ну, конечно, не удастся. Как То мы есть, можем... получается, вы должны будете, ну, в какое-то время, да, пройти по каждой квартире, убедиться, что там есть этот прибор, так? Индивидуальный прибор учета вы имеете право не устанавливать. Вы имеете право его не устанавливать. Но для вас введены повышающие коэффициенты. Те, кто платит по нормативам, сейчас оплачивают еще повышающий коэффициент 1,2, 1,4, 1,6. И сейчас еще ведется разговор о введении штрафов для тех, кто не установил прибор учета. А если вы не хотите, вы можете его и не устанавливать. А общедомовой должен быть обязательно? Общедомовой прибор учета в 261 федеральном законе об энергосбережении прописаны условия, когда и где должны быть установлены общедомовые приборы учета. То есть по отоплению, по тепловой нагрузке, дом, который потребляет меньше 0,2 гигакалорий в час, может не устанавливать себе прибор учета. Но, кстати, по отоплению по ГВС мы приборами учета смогли оснастить наши дома, причем без дополнительного обременения жителей. Мы сделали это в счет тарифа содержания текущий ремонт. А вот по общедомовым приборам учета холодной воды эту работу проводили совместно с бюджетом. Часть домов оснащена по программе софинансирования, но часть домов осталась без приборов учета. И как раз по общедомовыми приборами учета холодной воды должны быть оснащены все дома. Сейчас эту работу активно ведет МУП-Сибай-Водоканал, но по закону все расходы, которые несет сейчас ресурсоснабжающая организация, собственники обязаны будут возместить. Ресурснику предусмотрена законом рассрочка в течение 5 лет, но при этом с уплатой процентов. Вот вопрос не из приятных. Что случилось в этом году с отопительным сезоном? Почему его начало было таким проблемным? К нам постоянно обращались. Я лично могу сказать, что я там замерзала, да. Такое ощущение складывается из общей вот такой небольшой истерии, что город буквально замерзал. Что у нас такое в этом году? Но такое в нашей практике тоже было впервые. Мы обычно запускаемся в течение 3 дней. В этом году мы запустились отлично, мы даже прошли с опережением графика, только вздохнули свободно, и на нас посыпался шквал жалоб, заявок, обращений и прочее. Что произошло?
Вы, может быть, вспомните, происходила резкая смена температур, похолодание, потом потепление. И весь этот период, когда снег уже лежал на улице, фактически уже была зима, город продолжал отапливаться по температуре, предусмотренной на плюс 10, от плюс 10 до минус 2 градусов. То есть этой температуры явно не хватало. График отпуска тепла по городу, он утвержден БашРТС и не согласован с администрацией города. Ну, мы пытались улучшить ситуацию. У нас инженеры, мастера постоянно выходили на замеры температур. Конечно, нигде практически, за очень редким исключением, была температура ниже установленного норматива, но от этого же не легче. Просто мы потратили очень много времени на составление, на замеры, на успокаивание жителей. Да. Но я хочу сказать, что если ресурс не дошел до дома должной температуры, той температуры, которой хватит, чтобы обогреть дом, мы не можем в подвале развести костер, разогреть его, чтобы вам стало теплее. Тут должно быть взаимодействие нас, ресурсников, и администрации города. Ну, хочу сказать, что этот норматив 18 и 20 для угловых квартир, он же установлен как минимум, ниже которого не должно быть. Почему мы не можем для своих горожан, да, почему наша ресурсная компания не может для своих горожан хоть немного добавить и сделать, чтобы в квартирах было потеплее? То есть единственный ответ, который получали люди: у вас 18 градусов, да. По закону Да. меньше быть не должно, поэтому с нас взятки гладкие. Да. А по сути, если по здравому смыслу, при плюс 18 жить зимой невозможно. Конечно, невозможно. А вот с учетом того, что так было в этом году, мы, конечно, можем послушать синоптиков, не знаю, сходить к гадалке и попробовать понять, что будет в следующем. Но если вдруг, та же ситуация, чтобы она не повторилась, какие выходы вы видите? Мы обратились в администрацию города с тем, чтобы был, и в ресурсную организацию, с тем, чтобы был пересмотрен все-таки график отпуска тепла, и чтобы температура теплоносителей в подающем трубопроводе была увеличена. Потому что сейчас с приходом мороза все нормализовалось, а следующую осень мы не хотим ожидать опять такого же запуска. Мы должны урегулировать все взаимоотношения, эту ситуацию разобрать по косточкам, принять к сведению и в следующий отопительный период войти с комфортом. Потому что кто в квартирах находится целый день? Это дети и старики, а им очень нужно тепло. Да, безусловно. И какова судьба вашего обращения? Пока ответа нет. Но я думаю, что администрация нас услышит, потому что 190 федеральный закон о теплоснабжении напрямую говорит, что к полномочиям органов местного самоуправления по организации теплоснабжения относится организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в том числе принятие мер по организации обеспечения теплоснабжения потребителей в случае неисполнения теплоснабжающими организациями своих обязательств. Меры нужно принимать, иначе все повторится. Еще один такой животрепещущий вопрос – это капитальный ремонт. Одно время прямо выкладывали решение какого-то суда в ответ на обращение какого-то гражданина, который отвоевал право не платить по квитанциям рекоператоров. Потом все-таки говорили, что платить надо. Что вы скажете? Платить по квитанциям можно не... вы, конечно, скажете платить, естественно. Хотя, в принципе, мы не вам платим, мы платим вообще в УФО. Да. Но все это все равно же в итоге вас касается, поскольку это капитальный ремонт. С текущим мы разобрались. Капитальный ремонт. Отсюда два вопроса. Насколько изношен жилищный фонд, который вы обслуживаете? И на ваш взгляд, лучше как все-таки... перечисление рекоператору или открыть каждому дому свой счет? Как эффективнее? Вопросами капремонта мы сейчас не занимаемся, вы вообще правильно, конечно, ответили. Ни организацией, ни сбором средств, ни проведением работ, ни их контролем. Поэтому платить или не платить, я бы вам сказала, как хотите. Как хотите. Да. Но если углубиться, допустим, в начало нашей деятельности, 2006 год, мы выходили к собственникам с предложением оплачивать капитальный ремонт. Тогда это должно было быть по решению собственников. Собственники нашего города отказались. И с 2006 года в нашем городе взносы за капитальный ремонт не собирались. Причем надо отметить, что в городах республики продолжали собираться взносы за капитальный ремонт. И когда жители Салавата как-то обратились в надзорные органы и потребовали вернуть, и там обратились в управляющую компанию с требованием вернуть, там было предписание, директор сказал: он ваш капитальный ремонт в отремонтированных подъездах, фасадах, крышах, забирайте.
А мы за эти же самые деньги умудрились как бы поддержать жилфонд в том же состоянии, в котором он был, без капитального ремонта, без сбора дополнительных денег с населения, и привели его в более благоприятное состояние, чем когда его обслуживало муниципальное предприятие. При этом наш тариф на содержание и ремонт остается ниже, чем в других городах. Но люди всегда стремятся минимизировать свои затраты. Потом был 185-й федеральный закон по капитальному ремонту. Нам так сложно было уговорить людей войти в него. Но когда он завершал свою работу, выстроилась очередь, высказывались обиды, почему наш дом не включили в 185-й федеральный закон. Вот депутаты, наверное, после этого решили все-таки сделать взнос на капитальный ремонт обязательным для всех собственников. То есть его все-таки надо платить. Но разница есть между 185-м ФЗ и рекоператором. При 185-м федеральном законе мы, специалисты управляющих компаний, самостоятельно давали техническое задание с учетом конструктивных особенностей дома, заказывали проектно-сметную документацию, делали ее экспертизу, следили за качеством выполнения работ, потому что нам самим потом этот дом обслуживать. Сейчас это все отдано рекоператору, и мы не касаемся абсолютно ничего, но зато, когда мы заходим после капремонта на дом, иногда вот нервно смеемся, улыбаемся, когда видим, что там сделано. Иногда даже заходить не надо, снаружи бороться все с видно. последствиями капремонта приходится. Да. Мы надеемся только на те строительные фирмы, которые с нами работали, и которые уже знают, там, очень опытные, это вот как Optima. И сейчас мне очень нравится фирма Ремстройцентр, которая работает, которых качество работы тоже можно гарантировать. Вот, а кому как собирать? Я думаю, что новым домам с того момента, когда у них наступит обязанность по оплате капремонта, и домам, где уже проведен комплексный капитальный ремонт, можно попробовать собирать деньги на свой расчетный счет. Тем более там предусмотрено несколько вариантов этого сбора. А домам без капитального ремонта, старше в конце 90-х годов постройки, да, сильно изношенных, все-таки лучше войти к рекоператору. Рассчитывать на общий котел. На общий котел, но надо контролировать сроки, надо контролировать подрядчика, надо выбрать достойную комиссию из жителей дома, потому что везде есть специалисты, и все-таки должен быть контроль. Ну что ж, время программы «Крупным планом» летит быстро. Вопросы, конечно, интересные. И еще их очень много накопилось. Но я думаю, что мы не в последний раз с вами встречаемся в этой студии. Увы и ах, приходится прощаться. Буквально несколько заключительных слов. Ну, жилищно-коммунальное хозяйство – это не самая радостная отрасль. Как-то принято обвинять во всех смертных грехах. А иногда хочется, чтобы люди прикинули, смогут ли они прожить хотя бы день без работников жилищно-коммунального хозяйства, без услуг жилищно-коммунального хозяйства. Нет, не смогут. И поэтому я думаю, что протест всегда звучит громче, чем слова благодарности. Да. А иногда слова благодарности вообще не звучат. Иногда вообще не звучат. К нам приходят люди, которые говорят спасибо и прочее, да, но чаще все-таки или сильнее на душе остается именно протест, когда говорят, то не сделали, это не сделали. Поэтому давайте будем терпимее, внимательнее, слышать друг друга, слушать друг друга, потому что мы говорим о многом, зачастую нас просто не хотят слышать. Поэтому хочу, чтобы у всех было тепло, светло, все хорошо. Спасибо большое. С вами была программа «Крупным планом». Я, Алина Полянская, и наш гость в студии, директор информационно-расчетно-кассового центра Инна Александровна Ильясова. Спасибо. Всего доброго и берегите.